Вы смотрите программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В России предложили изменить критерии программы «Семейная ипотека». Есть предложение и по первоначальному взносу. Аварийными домами в Якутске никого не удивишь. Осветим очередную проблемную историю жительницы Якутска. Сегодня в Якутии отмечается День Арктики. Расскажем подробнее о работе по развитию Арктики. В коррекционной школе-интернате поселка Нижний Куранах ведется модернизация спортивного блока. О грядущих улучшениях. Невероятное шоу возвращается в столицу республики. 20 марта состоится концерт «Так звучит Якутия в год культуры». В России предложили изменить критерии программы «Семейная ипотека» и предоставлять ее гражданам с детьми от 7 до 16 лет. Соответствующее обращение группа депутатов Госдумы направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. В настоящее время льготным кредитом могут воспользоваться граждане с детьми до 7 лет. Кроме того, в документе поднимается вопрос об уменьшении первого взноса по семейной ипотеке. Сегодня эта сумма составляет 20% от стоимости жилья, что является большой затратой для большинства россиян. В письме предлагается дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом в 0%. Аварийными домами в Якутске никого не удивишь. Сегодня их насчитывается более 1000. Жительница одного из такого дома обратилась к нам за помощью. Деревяшка трещит по швам. Подробнее у Вероники Таюрской. Деревянный дом на Кальвица 18/1 был построен в далеком 1963 году. За более чем 60 лет он логично подошел к износу. На сегодняшний день степень изношенности составляет более 80%. В одной из квартир проживает инвалид второй группы, 90-летняя Венера Шестакова. Из-за постоянной воды под полами женщина была вынуждена поднять полы на более чем 30 сантиметров. Но не везде удалось это сделать. Из-за крутизны полов бригады мастеров не смогли найти выход из этой ситуации. Сегодня жительница дома, которая, к слову, не может полноценно передвигаться, вынуждена опираться на стены квартиры и преодолевать образовавшиеся преграды высоты из-за воды. Она стоит постоянно. И во время таяния снегов, и когда дождь сильный, она подходит сантиметров на 15-20 до пола. И она постоянно стоит, такая уже плесенная вода. Во-первых, у меня астма. Я не могу дышать. Вот здесь вот даже видно, мы делали косметический ремонт вот внизу и в коридоре. Это грибок. Его мы как не забеливаем, он все равно, видите, его видно. Дом был признан аварийным в 2020 году и по решению суда от февраля 2026 года подлежит расселению в течение полугода. По информации Департамента жилищных отношений города, 8-квартирный дом не вошел ни в одну из имеющихся программ по сносу. Жильцам, как и Венере Шестаковой, был предложен вариант предоставления маневренного фонда. Если она написала заявление на маневренный фонд, то ее позовут, чтобы показать, предоставить, осмотреть жилое помещение маневренного фонда, а далее уже ждать программы переселения. На территории города Якутска у нас на текущий день 82 жилых помещения маневренного фонда. Они находятся в разных локациях, и по мере освобождения предлагается жилье заявителям. Для того, чтобы дом был признан аварийным и впоследствии его можно было снести, Венере Шестаковой с дочерью пришлось обращаться во многие инстанции. Аппарат уполномоченного по правам человека, прокуратура республики и Министерство строительства Якутии единогласно пришли к мнению о переселении пенсионерки из аварийного и опасного жилья. Мама написала сама обращение опять в администрацию с просьбой все-таки каким-то образом найти именно ей расселение. Весь дом это ждать долго. Мы же понимаем, в городе более 50 домов аварийных по решению суда. Вот. Я на днях буквально получила отказ очередной с Департамента жилищных отношений. И вчера в администрации города был отчет вот на этом собрании. Я задала вопрос, даже не вопрос, а просьбу. Пообещали разобраться. Заявление я оставила.
Ну, теперь будем ждать. Венера Шестакова надеется на скорое переселение или же на предоставление маневренного жилья. В случае очередного отказа пенсионерка продолжит добиваться расселения из аварийного жилья, но уже через Генеральную прокуратуру. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Более 30 социальных объектов построили в Якутии в 2025 году. Работы проводились по госпрограммам и нацпроектам, направленным на повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры. В числе введенных объектов 4 школы на 1375 мест, 2 детских сада на 340 мест, 1 объект доп. Образования, 4 объекта физической культуры и спорта, 15 объектов здравоохранения, 4 культуры, 2 социального обслуживания и еще 2 объекта благоустройства. В России ужесточили требования безопасности по эксплуатации газового оборудования. Изменения в федеральный закон вступили в силу с марта этого года. Принципиальные изменения, в частности, коснулись договоров по техническому внутриквартирному и внутридомовому обслуживанию. Как отметили в компании «Саха-Транснефтегаз», если вы заключили договор сроком до 1 января 2024 года, его необходимо обновить. Кроме того, обязательным стало проведение обследования дымоходов и вентиляционных каналов осенью, в середине и в конце отопительного сезона. Также стало известно, что теперь право проведения техобслуживания остается исключительно за «Саха-Транснефтегазом». В части замены оборудования существующего тоже только мы имеем право делать. То есть, если вам необходимо заменить оборудование, вы должны будете обратиться к нам или в наши эксплуатационные участки по районам. Ремонт газового оборудования также остается на свободном рынке. То бишь, если раньше у нас, сегодня у нас порядка 20 организаций по городу Якутску занимаются ремонтом, вы также можете обращаться к ним. Только есть требование, что за 3 дня вы должны будете нас уведомить. 19 марта мы отмечаем День Арктики в Якутии. При этом, как известно в России, это событие отмечается в конце февраля. Для республики дата празднования была выбрана не случайно. Именно 19 марта 1917 года открылся первый съезд народа Саха, на котором были подняты вопросы самоуправления и развития северных территорий. Развитие Арктики и сегодня является ключевой задачей правительства. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Якутская Арктика – это больше 1,5 миллиона квадратных метров, 13 улусов, тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера и крайне сложная логистика. Именно она – краеугольный камень проблемы развития региона. Это прекрасно понимают и в высоких кабинетах, ведь одним из флагманских проектов обеспечения Арктики считается мастер-план агломерации Тиксинайба. И вот якорным проектом является строительство глубоководного морского порта в Найба, в Булунском районе. Транспортное сообщение будет с выходом на северный морской путь и даст также развитие инфраструктуры, которая даст возможность освоению месторождений в Янской группе районов. Проект вошел в принятую в республике стратегию развития арктической зоны до 2035 года. Документ учел все запросы местных жителей, самые острые из которых – обеспечение продовольствием и взаимодействие коренных малочисленных народов с промышленниками. Одним из таких главных моментов именно вопросы взаимодействия с промышленностью отражены, нашли свое отражение. И очень отрадно, что впервые в федеральном документе нашло отражение и деятельность уполномоченных по правам коренных малочисленных народов Севера и их участие в этом процессе. Есть и такие практики, которые у Якутии перенимают другие регионы. Например, строительство транспортно-логистических центров. Это такие своеобразные продовольственные хабы, которые позволяют хранить завозимые продукты и сдерживать рост цен на них. Еще один такой проект – «Синергия Арктики». В рамках этой программы до конца 2028 года высокоскоростной интернет проведут в 61 населенном пункте. Участвовать в олимпиадах различных онлайн будет намного легче и быстрее. Я жду быстрый интернет, чтобы общаться с друзьями в приложении Макс. Надеемся, что в скором времени интернет улучшит ситуацию с кадрами в нашем районе. Для нашего производства это огромный шаг вперед. Мы сможем эффективнее управлять процессами и выходить на новый уровень. Я хочу пройти курсы онлайн, а для этого нужен очень хороший интернет.
Арктика – колыбель культуры малочисленных народов Севера. Здесь проживают самые яркие и талантливые ее представители. Именно поэтому празднование 19 марта начинается с народных гуляний, выставок и ярмарок. Так, заявляя о себе, жители якутского Заполярья сохраняют, популяризируют и развивают. Саргалана Неустроева, Артумен Наговицын, Якутск. В Якутии обсудили новые подходы к местному самоуправлению коренных народов Севера. В парламенте Якутии состоялся семинар-совещания. Участие приняли представители органов власти, общественных организаций, экспертного сообщества и КМНС. Обсудили практические задачи, включая адаптацию механизмов МСУ к традиционным формам общин, вовлечение КМНС в бюджетный процесс, управление природными ресурсами и обеспечение доступности социальных услуг. Напомним, парламент Якутии принял 3 важных закона. Они закрепляют механизмы участия коренных народов в принятии решений, укрепляют право на традиционные территории и среду обитания, а также расширяют инструменты социальной и экономической поддержки с учетом северной специфики. Мы внесли предложение по изменению закона о местном самоуправлении. Так-то мы предоставили ряд полномочий сельским поселениям по муниципальному, экологическому контролю. Второй законопроект касается регионального состава советов при главе республики. Так, теперь 1/3 состава лица, которые не относятся к коренным малочисленным народам, ну, то есть это, скажем так, чиновники, они не могут составлять более 1/3 этого состава. Третий законопроект касается территорий традиционного природопользования. Новой нормой установлено, что такие территории не могут быть упразднены. В Якутии широко отмечают 130-летие со дня рождения выдающегося государственного деятеля Ильи Винокурова. В Якутске почтили память руководителя, сыгравшего ключевую роль в спасении десятков тысяч человек от голода в 30-е и 40-е годы. По его инициативе организовали рыболовецкие бригады, разрешили охоту без ограничений по срокам, освободили колхозников от обязательных поставок. Кроме того, в период его работы в республике открылись больницы и укрепилась система медпомощи. В 1946 году была выдвинута идея создания университета в Якутии. В честь юбилея запланированы памятные мероприятия как в республике в целом, так и на малой родине Винокурова в Намском Улусе. Он работал очень много во многих районах. Слово предоставляется главе муниципального района непосредственное участие в решении многих очень сложных вопросов, которые были очень важными не только для нашей республики, но и для всей страны. Весной лед на городских водоемах требует особой осторожности. Чтобы предупредить об этом отдыхающих, сотрудники ГИМС проводят профилактические рейды. О том, как это проходит, узнаем в следующем материале. На катках и замерзших озерах по-прежнему многолюдно. Горожане гуляют, проводят здесь свободное время, однако не всегда задумываются о возможных рисках. Прежде чем заходить на ледовые городки или на катки, надо первоначально ознакомиться с правилом поведения на льду. И опасность, как правильно себя вести, заключается в том, что можно, если не соблюдать правила, то, получается, можно получить травмы конечности, и это уже обращение в медицинское учреждение. Чтобы предотвратить происшествия, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ежегодно выходят на водоемы и проводят профилактические рейды. Во время обходов инспекторы раздают памятки с правилами безопасности. В день они проверяют до 2 катков, а с наступлением потепления количество таких обходов увеличивается. Сегодня подошли первый день, отпуск взял, и вот решили сегодня посетить новый ледовый парк. Ну и, соответственно, получили такую повестку и будем придерживаться правил поведения на льду. Сейчас сезон такой, что всем надо быть настороже. По словам специалистов, сейчас лед остается прочным и серьезных правил нарушения в этом сезоне не зафиксировано. Помимо профилактических бесед на водоемах инспекторы также посещают образовательные учреждения. Пока нарушений нет. К счастью, проводим ежедневно, катков много по городу. Какие-то катки мы мониторим постоянно.
Вот, значит, по школам ходим. Сейчас пока еще лед хороший, но немножко солнце сейчас ярче выйдет, лед будет уже рыхлым, и, к счастью, школьники уже не будут выходить на лед. Инспекторы напоминают, даже при достаточной толщине лед может быть опасен. Поэтому прежде всего важно думать о собственной безопасности и соблюдать правила поведения на льду. София Мельникова, Илья Сыромятников, Якутск. Координационный центр комиссии «Вместе к победе» и Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса продолжает работу. На этой неделе в зону проведения спецоперации выехала очередная большегрузная машина с 3 единицами техники и 2 тоннами груза от волонтерских организаций республики. Всего с начала года Якутия отправила военнослужащим 45 единиц техники и 124 тонны помощи. Идет работа по сборке подарочных продуктовых наборов ко Дню Победы. В состав подарочного набора входит продукция только местных производителей. В основном это рыба и мясная продукция. Сегодня оказываем содействие по сбору гладкоствольных оружий, передаваемых Росгвардией, направленным в командировку военнослужащим. Работа по дополнительной всесторонней помощи военнослужащим продолжается силами всех жителей республики. В коррекционной школе-интернате поселка Нижний Куранах Алданского района скоро будут оборудованы современные спортивные уголки. Уроки физкультуры станут более продуктивными, а досуг разнообразным и интересным. Средства на модернизацию школа получила, выиграв грантовый конкурс «Полюс фонд». Тему продолжит Татьяна Вахнина. Сейчас в коррекционной школе-интернате 8-го вида поселка Нижний Куранах большая перемена, а значит, наступило время для того, чтобы поиграть и порезвиться. Забавы с парашютом любят мальчишки и девчонки разного возраста, и команда набирается быстро. Каждой перемене мы почти выходим, у нас перемены 2 раза по 20 минут, мы выходим и проводим такие игры. Им очень нравятся такие игры, они их раскрепощают, они также сплоченность у детей. Первоклассники обожают развлекаться на батутах. Вот и сейчас к разминке дети приступили с удовольствием. В ближайшем будущем досуг у ребят станет более разнообразным, а уроки физкультуры максимально продуктивными. Школа-интернат выиграла грантовый конкурс «Полюс фонд» и получила средства в размере 600 тысяч рублей. В рамках проекта «В школу за здоровьем» или «Школа для здоровья» в нескольких залах и комнатах будут оборудованы спортивные уголки. В рамках гранта мы планируем приобрести батуты для джампинга, степ-площадки просто для уроков физкультуры и для занятий танцами. У нас будут велотренажеры. Мы хотим приобрести стол для армрестлинга для мальчишек. Потом это будут различные спортивные снаряды и спортивное оборудование для проведения соревнований. Стоит отметить, что спортзала в школе-интернате нет. Уроки физкультуры проходят в поселковом спорткомплексе. Закупка оборудования, тренажеров и инвентаря решит эту проблему. Грантовый проект предусматривает различные методы укрепления здоровья школьников. Отдельное внимание будет уделяться профилактике острых респираторных вирусных инфекций. Еще у нас будет такой маленький секрет, открою, у нас будет еще аппарат для приготовления кислородных коктейлей, и у нас будет массажное кресло. Вот такие наши маленькие тайны в рамках нашего нового гранта. Реализация грантового проекта откроет новые перспективы развития спорта и физкультуры. На базе школы-интерната педагоги планируют проводить районные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Одна из задумок состоит в открытии студии спортивных танцев. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. В Нерюнгринской городской библиотеке открылась выставка в честь Года единства народов и Года культуры. Представлены книги, рассказывающие о культуре, истории и обычаях разных народов России. Выставка украшена флагами регионов страны и предметами быта. Библиотека объявила конкурс рисунков на тему народного единства среди детей. Юные нерюнгринцы могут проявить фантазию и выразить свое видение темы через искусство. Организаторы уверены, проект поможет укрепить связь поколений, пробудить интерес к истории и традициям, а также показать, как искусство и знания объединяют людей. Мы ждем работы от детей в возрасте от 5 до 14 лет в формате А4 любой техники исполнения.
Работы принимаем до 10 апреля. Церемония награждения планируется на 18 апреля во время проведения всероссийской акции «Библионочь-2026», куда мы приглашаем всех желающих нерюнгринцев. Это будет огромное, колоритное, многонациональное событие. В Якутске стартовал республиканский форум «Арктида. Новый цивилизационный код». Более 600 деятелей культуры собрались для проведения совместной работы. Одна из основных целей форума – определение курса развития культурной жизни республики на ближайшие десятилетия. Подробнее расскажет Диана Антонова. Работа форума началась с открытого диалога между руководителями и работниками культуры и искусства со всех уголков Якутии. Мероприятие посетили и представители других регионов страны, в частности, представитель Министерства культуры Российской Федерации Татьяна Молодцова. Очень важно, что в нашей огромной многонациональной стране мы сохраняем историческое и культурное наследие и воспитываем наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей. Это очень важно, потому что, сохраняя историческое и культурное наследие, мы объединяем наше гражданское общество. По программе форума в течение 2 дней проходят мастер-классы, семинары, совещания и панельные сессии для представителей государственных и муниципальных библиотек, музеев, школ искусств и театров. Масштабная работа направлена на развитие культурной сферы республики в современных условиях. Конечно же, основная цель по нашему видению – это сохранение культурного наследия народов нашей республики. При этом, сохраняя, мы должны видеть движение мировой культуры, участвовать в этом движении и вписывать свое имя культуры. Вот такие высокие темы будут обсуждаться на площадках этого форума. Одной из приоритетных задач в работе форума стало восстановление объектов культурного наследия, в первую очередь памятников архитектуры. На совещании по этому вопросу обсудили стратегии привлечения внебюджетных инвестиций в пользу сохранения наследия Якутии. Памятники архитектуры, в том числе церкви, несколько церквей, по которым мы уже имеем планы по восстановлению и дальнейшее использование. Памятники, такого рода памятники, как дом Чапалов, например, в последующем они могут служить и гостиницами, и торговыми центрами. То есть эти объекты в последующем должны приносить социальную пользу для общества. Так, в этом году ожидается принятие и начало реализации стратегии культурной политики в республике до 2036 года. Ну а форум завершится музыкально-театрализованным представлением «Так звучит Якутия в год культуры». Диана Антонова, Илья Серемятников, Якутск. Невероятное шоу возвращается в столицу республики. 20 марта в спортивном комплексе «Триумф» состоится концерт «Так звучит Якутия в год культуры». Музыкально-театрализованное представление станет грандиозным завершением республиканского культурного форума «Арктида. Новый цивилизационный код». Шоу вновь объединит классику, современные саундтреки и авторские произведения. Публике обещают масштабное сценическое действие, музыку из любимых кинофильмов и невероятную атмосферу. Впервые зрители смогли насладиться представлением «Так звучит Якутия» в январе этого года. Тогда на сцене объединились разные танцевальные коллективы, ученики балетной школы и музыканты. 14 лет большого творческого пути Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика» отмечает день рождения. За эти годы коллектив покорил крупнейшие сцены Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока, а сегодня представил уникальную программу в Якутске. Подробности у Анастасии Пуляевой. В свой 14-й день рождения оркестр «Симфоника Арктика» готовится к открытию фестиваля «Март». Ключевой частью программы станет реализация проекта «Вернуть наследие», возвращающий на сцену утраченные в 90-е годы партитуры якутских авторов. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Редкие рукописи были оцифрованы и вновь подготовлены к исполнению. В их состав вошли работы, в том числе якутских композиторов. Многие из них звучали в стенах филармонии либо очень давно, либо так и не вышли в свет. 5 произведений из 8, которые отобраны нами и президентским фондом для того, чтобы быть оцифрованными и исполненными в Якутии. И часть из них представит этот проект в городах Москва, Санкт-Петербург и Великий Новгород. И заключительным мероприятием реализации этих произведений будет, конечно же, день рождения Галины Михайловны Кривошапко, 17 июня, 110-летию со дня рождения, и посвящен этот проект.
Галина Кривошапка является первой женщиной-дирижером симфонического оркестра Якутии. Ее имя символизирует целую эпоху в культуре республики. Продолжением ее дела и возвращением жизни почти утраченных произведений занимается Государственная филармония, носящая ее имя. Музыка, она не должна оставаться в нотах, музыка должна звучать, поэтому у нас много интересной творческой работы и для симфонического оркестра, для духового, для камерных ансамблей. И ведем, конечно, большую работу по подготовке кадров, работа тесно с Высшей школой музыки и с Арктическим государственным университетом уже культуры и креативных индустрий. Креативная индустрия сейчас занимает одну из лидирующих позиций в развитии Якутии. Большой вклад в это вносит и музыка. Фестиваль «Март» продлится до 1 апреля, а презентация проекта «Вернуть наследие» состоится в День Республики, 27 апреля. Анастасия Пуляева, Виктор Дьячковский, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.